Учитель, перед именем Твоим позволь смиренно преклонить колени. Николай Некрасов. Здравствуйте. Эпиграфом нашей передачи стали строки, которые любят цитировать в своих сочинениях учащиеся гимназии искусств при главе Республики Коми. И адресуют они их своей учительнице, преподавателю русского языка и литературы Клавдии Васильевне Сивковой. И эта экспозиция, открывшаяся в музее гимназии в день празднования юбилея Клавдии Васильевны, посвящена ей. Согласитесь, такое не часто бывает при жизни, но это действительно заслуженно. Клавдию Васильевну ценят и любят родные, друзья, коллеги, а главное – ее ученики. Сегодня отличник народного просвещения Клавдия Васильевна Сивкова – героиня авторской рубрики «Что человеку надо». Сегодня Клавдия Васильевна наш юбиляр. Встречаем ее! Друзья, соратники, слов не жалея, поздравить хотят вас в сей день юбилея. Вы светлой радости, счастья полны. Советы нам ваши важны и нужны. Любят и ценят вас ваша семья, надежные, верные ваши друзья. Мы все вам желаем здоровья и силы, чтоб все, что хотите, всегда у вас было. Чтоб молодость, счастье, удачи, успех судьба дарила всегда вам без помех. Цветы, поздравления, пожелания. В такие минуты весь жизненный путь предстает перед глазами. Клавдия Васильевна, продолжая семейную династию, пошла по стопам своего деда, который был учителем, и отца, заслуженного учителя Республики Коми. И вот уже 35 лет отдана ею педагогической работе. Сегодня ваши первые выпускники у вас в гостях, Клавдия Васильевна. Встречайте своих первых. Первый выпуск он не был, поздравляли меня на юбилее. Замечательный был, класс отличный, такой душевный, хороший класс вообще я выпустила. Или, может быть, там у меня молодость вместе с ними была сама. Вот из-за этого я оцениваю этот класс, дорожу им, очень часто встречаемся. Через каждые 5 лет почти весь класс в полном составе собирается у нас. Привет из вашей юности передает ваш первый выпуск, 73-й год. И мы хотим напомнить вам сейчас, каким он был, ваш самый первый класс. Веселый, дружный, озорной, в учебе сильный, деловой. Вы нас учили грамотно писать, вы нас учили в жизни побеждать. Мы помним все, как мы в поход ходили, как с вами мы в зорнице победили, какие песни пели у костра, какие проводили вечера. Спасибо вам за вашу доброту, за строгость, за вашу простоту, за чуткость и умение понять. Мы любим вас и не хотим скрывать. Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало, вам лет сегодня на вид еще удивительно мало. Такой оставайтесь всегда, красивой, женственной, милой, не знающей скуки унылой, внушающей радость труда. Куда бы жизнь не заносила нас, какие б ни прошли года, для нас вы, Клавдия Васильевна, Примером будете всегда.
мне было очень и сложно, и интересно работать с мужем в одной школе. Но первое время это он был тоже рядовым учителем, а потом он стал в сепаратистской школе директором школы. А я рядовая учительница, жена директора. Это не просто работать. Но он у меня человек очень принципиальный, очень тоже требовательный. Он никогда мне не давал никаких скидок. Самый трудный ученик сажает в темный класс. Без спроса, без всего. Значит, ты должна справляться. Распределение нагрузки, первым делом распределение это среди коллег. Что остается, сколько часов, это жене, чтобы никто никогда не мог ему сказать в этом плане никаких замечаний. Чтобы ему было, как говорится, легче требовать с других своих учителей. И поэтому я вот так думаю, что ни один из этих коллег, с кем я работала в 20-й школе, не может сказать, что я пользовалась какими-то льготами или какими-то привилегиями возле своего мужа. Мне, наоборот, было очень трудно работать, потому что я знала, за что бы я ни бралась, надо было делать лучше всех. Лучше всех. Класс, чтобы был не хуже чего-то, не хуже кого-то. Выполнить с классом задание, значит, чтобы выполнено было и в срок, и не хуже кого-то. В этом плане, вот как-то я даже думаю, что я помогала ему работать. Бывали случаи, однажды на урок ученик, один провинившийся, так, или он уже не учился в нашей школе, а потом приняли что-то какой-то, что-то сложный ученик какой-то. Так, я веду урок, зашла в свой любимый класс, там веду, потом смотрю сзади, там где-то, класс-то большой, это класс, это все, прошло несколько минут, Господи, боже, кто посадил, какой ученик сидит. Так, это, знаете, Александр Федорович посадил без моего ведома, этот сидеть будет именно в моем классе, потому что там ведь надо еще объясняться, почему, как, не каждый, может быть, возьмет и так далее. Вот в таком плане. Вот такие моменты. Поэтому я, например, нисколько даже не обижалась, ничего, просто старалась, чтобы у него все было хорошо. Потому что поселок был очень тяжелый, очень трудный поселок. Дети были сложные. Он был молодой директор, и ему, конечно, было очень трудно работать. Очень трудно работать. На урок придет, на перемене зайдет, сзади сядет. Я начну урок, смотрю, он сидит. Ну, потом, наверное, раз учительская семья, мы понимали друг друга. Ведь очень часто бывает, когда кто-то из них, учитель, недопонимание бывает. Что там в школе так долго делаешь, почему так поздно пришел. Вот у нас вот коллеги-то друг с другом разговариваем, так много ведь не понимают. В этом плане у нас было 100% понимание. Он уходил рано утром, поздно приходили, то же самое, поэтому в этом плане у нас было понимание, да вообще во всех отношениях понимание. И он знал меня, всех моих учеников. Приду, расскажу, этот Вова, этот так-то, этот тот-то, это такой-то и так далее. Это все, как будто он работает вместе со мной. То есть разговоры, интересы были общие. Сочинение напишет что-нибудь такое, смеюсь, покажу, все, вместе читаем, вместе объясняем. В общем, так как-то вот это, в этом плане, конечно, мне было легко работать. То, что вот понимание я чувствовала, плечо чувствовала от своего мужа, что вот мне все-таки было приятно в этом плане. Совет можно было получить любой, если что-то, чего-то как сделать, как поступить, что делать. 98-го года Люба Логинова и компания. Дорогая Павла Алексеевна, мы пришли сегодня поздравить вас с юбилеем. Желаем вам всего самого наилучшего. Я даже не знаю, волнуюсь, какие вам то, что вы нас воспитали, то, что вы нас так по-русскому языку, мы просто потом пошли в другие места, грамотные были, там у нас не остальных. И мы тогда все время думали, как можно не отучить, ведь сейчас надо отвечать. Вот все это, и в то же время. Спасибо вам большое. И вот даже, меня сложилось, потому что я даже пошла как по вашим стопам, филологам, потому что просто настолько я русский язык и литературу полюбила, именно благодаря вам. И как бы пошла по этим стопам. 38-я школа тоже в памяти осталась. Остались прекрасные учителя, возле которых я наросла как учитель. Училась я у них. Замечательные люди, коллеги были. Это и Павлюк Валентина Александровна, Колганова Клавдия Александровна.
Так, Эмилия Михайловна, завуч. Ну, в общем, очень было замечательных учителей, у которых я училась, конечно, работать и жить. Ходила к ним на уроки, посещала просто так. Окошечко, и уже идешь на урок. Окошечко, идешь на урок. Ну, там замечательные дети тоже были, родители отличные. Как мне они оформили кабинет родителей. И сейчас в гимназии искусств кабинет Клавдии Васильевны признан образцовым. Это настоящая творческая лаборатория. Что-то сегодня в глаголе узнаем новое. Обратите внимание, у меня сегодня нет темы урока. Стоит вопросительный знак. Тему урока вы скажете в конце урока вы. О чем пойдет речь? Что-то новое узнаете о глаголе, чего я вам никогда еще не говорила. Ну, а для этого мы немножко чуть-чуть отдельный вопрос от глагола вспомним, что нужно для новой темы. Так что называется глаголом? Давайте вспомним быстренько. Что называется глаголом? Так, все молодцы. Лариса скажет, пожалуйста. Глагол – это часть речи, которая отвечает на вопрос, что делать, что сделать, и обозначает действие предмета. Да, давайте вспомним орфограммы глагола. Так, откроем страницу. Ксения Петровна, следующий. 3 апреля. Классная работа. И оставьте строчку для темы урока. Клавдия Васильевна, хоть и строгий, но в душе очень добрый учитель. Читая строчки и сочинения гимназистов на тему о любимом учителе. Мне нравится Клавдия Васильевна, потому что она строгая, но и добрая. Хочет, чтобы мы были грамотными и учились хорошо. Или вот еще. Мой любимый наставник Клавдия Васильевна. Она всегда строгая, очень любит свой кабинет, где много цветов и красочных стендов. Уроки, которые дает Клавдия Васильевна, всегда интересны и занимательны. Мне очень нравится, когда она дополнительно занимается с лентяями. В гимназии искусств учатся не только дети, живущие в Сыктывкаре. В основном это одаренные девочки и мальчики со всей нашей республики. Будущие музыканты, хореографы, артисты, художники. Знание коми-языка помогает Клавдии Васильевне быстрее и легче находить общий язык с ребятами, приехавшими из сельских районов. И, конечно, на чествовании юбилярши по-родному и очень трогательно звучала коми-речь, а все собравшиеся понимали, что произносятся слова благодарности, признательности и любви, идущие от сердца. Клавдия Васильевна, батьмамша, астелана кыргез. Мортлы, унаусков, сымынвылыме косторы пырны. Мортлы, унаусков, сымыньёскер медовны, добылны. Теннис, унаусков, медымчеляк гыголана косты. Теннис, унаусков, медымчеляк чань радитым вылы. Теннис, унаусков, медвера сидорчен пырвылы. Медым вылыны орчен пырчойе, да сыстым щелыма, кажется, йоркер. Слышнел, да Я родилась в небольшой деревне Выльгард Удорского района. Замечательное, живописное, красивое место, где прошло мое детство. Так, стоит на горе моя деревня. Так, раньше я ездила, когда была помоложе немножечко, каждый год, а родители были живы, обязательно каждое лето, все лето проводили там. Сейчас иногда бывает и через год я езжу, но я скучаю, я вспоминаю свою деревню, я люблю очень свою деревню. Так, стоит на горе, в заднем плане это там лес, слева озеро, а внизу маленькие деревушки расположены. Весной половодье такое, все они утопают в воде, а мы находимся на горе. Так, потом там, а справа поля и луга. Ну, где прошло мое детство, я, как и все моего возраста, моего поколения, послевоенное детство, рано я начала работать вместе со взрослыми, летом, каникулярное время, вместе с мамой. И косили, и картошку, ну, как все время
все. Сейчас-то, конечно, не такое-то уже нету в колхозах и в совхозах. Ну, а детство прошло у меня вот как раз в работе все лето, июнь, июль, август, наравне со взрослыми. Мы такие маленькие, худенькие, работали, никакого детский труд не учитывался, было ничего, что там надо работать 3 часа или 5 часов. Со взрослыми целый час, то есть целый день мы работали. Вместе рано утром и поздно вечером возвращались домой. Вот это мое в памяти всегда, вот это я вот помню. Работа была, конечно, трудная, тяжелая, но почему-то надо, значит надо было. Никто у нас не спрашивал, тяжело или не тяжело. Итак, Клавдия Васильевна, вы готовы к испытанию? Клавдия Васильевна, да, готовы. Сядьте, пожалуйста, Клавдия Васильевна. И приготовьтесь. Первое задание – лексику, Клавдия Васильевна. Продолжите пословицу. Без труда. Худой мир лучше. Верно. Поплатье встречает. Все верно. Первое испытание прошли. Второе испытание пунктуально. Пожалуйста, Клавдия Васильевна, расставьте в этом тексте недостающие знаки препинания. Посмотрите внимательно. Ну-ка, солнце ярче брызнет, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Это... А ну-ка, солнце, ярче брызнет, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, так, поспевай, не задерживай, шагай. В музее гимназии искусств есть своеобразная тетрадь отзывов, в которой есть такие записи. Кому какой дается жребий, какая песня под луной, так писал поэт Николай Рыленко. Жребий Сивковой достался трудный и благородный. Страстно влюбленная в учительское дело, Клавдия Васильевна смотрит на преподавание с государственной точки зрения. Мало дать учащимся основы знаний, считает она. Преподавание предмета надо поставить так, чтобы оно дало максимальный воспитательный эффект. Надо вырастить своих питомцев уважающими труд, людьми, умеющими и желающими трудиться. Увлеченность, организованность, творческое отношение к порученному делу – вот черты, отличающие работу Сивковой. Такую характеристику дает Клавдии Васильевне ее коллега Ирина Николаевна Агеева. А вот оценка труда Сивковой завуча гимназии Людмилы Юрьевны Рябовой. Уроки Клавдии Васильевны – это школа любви к родине, познание своей души и удивительный мир литературных героев. Сивкова – учитель, не жалеющий ни в чем себя ради ребячьего познания. А вот что пишет о Клавдии Васильевне педагог с многолетним стажем Раиса Васильевна Коллегова. Как это здорово, когда о ком-то можно сказать «человек на своем месте», особенно если речь идет о школе. Люди, как реки, писал Лев Толстой. Каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, оставаясь между тем самим собой. Клавдия – латинское имя, принципиальная и прямая, подвижница и труженица, хлопотунья. Вся жизнь проходит у нее в попытках уравновесить две тенденции характера – темперамент холерика и склонность к глубоким переживаниям и жертвенности. Жизненным неудачам умеет стойко противостоять, получая терпение. Я знаю Клавдию Васильевну 4 года и не перестаю удивляться и восхищаться ей. Говорят, незаменимых людей нет. А попробуйте, найдите ей замену. Ведь не найти. Знать русский язык в совершенстве – мечта многих. У Клавдии Васильевны она сбылась.
Сколько раз, споткнувшись на очередном опасном месте нашего великого и могучего, я бежала на второй этаж, чтобы спросить, почему в слове «стиранный» в словаре Ошикова две буквы «Н», ведь слово образовано от глагола совершенного вида. Клавдия Васильевна тут же, не открывая розенталя, выдает: прилагательное пишется с одной «Н», причастие с двумя. Но больше всего меня удивляет не энциклопедическая точность, свойственная Клавдии Васильевне, а ее требовательность к себе, ответственное отношение к своему делу и неравнодушие к людям, к детям. Я не знаю, есть ли у Клавдии Васильевны черная тетрадь, куда вписываются все ошибки, которые допускают ее ученики, но разбудите Клавдию Васильевну ночью и спросите, какую тему не усвоил Антон Калмыков и на какие орфограммы в последнем диктанте допустила ошибки Оля Малыгина, учитель даст вам исчерпывающий ответ. Строгость и принципиальность на уроке, где все равны, где и отличник, и троечник, и учитель должны работать в полную силу, не мешает Клавдии Васильевне на перемене любовно поправить растрепанные волосы заплаканной девочки, подарить мальчику карандаш и линейку, если у него их нет, поздравить слабеньких учеников, прекрасно выступивших на концерте. В отличие от многих, Клавдия Васильевна знает, что если у ребенка потухшие глаза, то виноват не он, а наша система образования. Не раз я слышала от Клавдии Васильевны: я патриот гимназии, этим горжусь. Как здорово, что есть такие люди, которые сегодня умеют вот так громко, не стыдясь высоких слов, сказать о себе: я патриот. Каждое утро начинается собирание на работу, забываешь о своем возрасте, бежишь увидеть детей, своих коллег. Ну и в конце дня подвести итог, как прошел день, что успела, что не успела, что получилось, что не получилось, с чего начать завтра день. И так каждый день. Каждый день прощаешься со школой, и утром снова: здравствуйте, здравствуй, школа, здравствуйте, дети. Учительская работа такая. Вся она на виду. Все на виду. Твою работу оценивают твои дети, твои коллеги. Тут ничего, в нашей работе нельзя ничего скрывать, спрятать. Все на виду, вся наша работа. Ну а результаты, они через года. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о тех учениках, о ваших выпускниках, которым, может быть, вы гордитесь, о которых вы вспоминаете. Таких много, конечно, учеников. Очень много, которые уже и работают, которые продолжают учиться. У нас уже в школе мои выпускники и выпускницы работают, но не только в моей, естественно, гимназии. Это Скротский Болеслав Владимирович, Филатова Катя, это Марианна Куратова. Это у нас уже работает в нашей гимназии. Так, ну и такие уже, которые закончили. Это какой Марианна работает у вас? Или центр режиссером уже работает. Так, дальше работает и юрист, и Истомина Лена. Работает преподавателем музыки, это Высоких Вика, это Усогорске. В этом году заканчивает пединститут, филологический факультет, это Юля Быкова. Сейчас выпускники были на юбилее торжества, которые продолжают учиться в институтах, СГУ, пединституте. Это Логинова Люба. Ну, их много таких, очень много, их перечислить невозможно. Так, Настя Рожина, которая действительно милая, прекрасная, нежная, красивая. Настенька учится сейчас в СГУ, кончала в нашу гимназию. Много их, очень. И, конечно, большинство замечательные, прекрасные люди. Я надеюсь, что эту передачу будут смотреть ваши ученики и ваши бывшие ученики, то есть выпускники. И вот сейчас, вот, глядя прямо в камеру, что бы вы им хотели сказать? Ну, конечно, будут смотреть и обрадуются, наверное, что увидели свою учительницу. Я хочу пожелать всем им успехов в работе. Ну и как-то найти свое место в этой сложной жизни. Это, думаю, самое главное. А потом все остальное, личная жизнь, уже пойдет, наверное, как там, я не знаю. Самое главное — найти место в жизни, утвердиться, определиться, показать себя, ну и добросовестно работать всю свою жизнь. Счастья.
радости, любви. Что еще? Здоровья. Самое главное, как всегда, это в первую очередь, конечно, надо сказать, здоровье. Не забывать школу, не забывать своих учителей. Эти открытки, среди них вы видите и те, которые дети смастерили своими руками, прекрасное доказательство любви к своей учительнице, ее нынешних учеников и выпускников. А 1 сентября, призналась Клавдия Васильевна, ей дарят столько цветов, что не хватает ваз, и она заранее готовит для букетов ведра с водой. Закончить передачу Клавдии Васильевны Сывковой хочется отрывками сочинений ее учеников. Самая моя любимая учительница – это учительница русского языка и литературы Клавдия Васильевна. Она самый чуткий и отзывчивый человек. Ее уроки всегда проходят интересно. Я еще никогда не видела ее усталую. Она всегда веселая и энергичная. К ней всегда тянутся наши души. Только редкий день, когда в ее классе после урока не толпится много учеников, каждый из которых готов ей помочь, сделать все, что она попросит. Клавдия Васильевна, как добрая фея, дает свои знания детям, заботясь о том, чтобы они все поняли. Учитель – это артист, который вышел на сцену раз и навсегда. Я от всего сердца благодарю Клавдию Васильевну и желаю, чтобы она жила еще долго-долго, и чтобы еще много учеников, таких как мы, она научила беречь и любить не только русский язык и литературу, но и людей, и природу, радоваться каждому доброму слову и быть хорошими людьми.